Информационная служба Осетия ТВ. Главные темы выпуска. В республике неумолимо растет количество больных гриппом и ОРВИ. Из-за разгулявшегося вируса один за другим закрываются спорткомплексы, театры и образовательные учреждения. Общественная экологическая приемная Северной Осетии отчиталась за проделанную работу. В 2014 году были ликвидированы несанкционированные свалки в республике, а виновников привлекли к административной ответственности. Подробнее в материале Тамилы Хамицаевой. Прославленный режиссер снимет фильм о лидере горцев Дагестана и Чечни. Фильм будет состоять из 2 полнометражных частей продолжительностью 1,5 часа каждая. Эти и другие темы далее подробно. С каждым днем в республике неумолимо растет количество больных. В сравнении с предыдущей неделей уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ вырос больше, чем на 50%. Из-за разгулявшегося вируса один за другим закрываются спорткомплексы, театры и образовательные учреждения. Уже неделю не работают и вузы республики, в том числе и Северо-Осетинская государственная медакадемия. С сегодняшнего дня свои двери закрыл и Горно-металлургический институт. Не допустить распространения вирусных инфекций – основная цель карантина. Сегодня учебный процесс прервался уже в 160 из 180 школ республики. Мы превышаем эпидемический порог. Это среднемноголетняя заболеваемость гриппом и ОРВИ на 63,7% по республике это. А по городу Владикавказа мы превышаем эпидпорог на 32,6%. Из-за эпидемии временно опустели зрительные залы Северо-Осетинского драматического театра. Руководство приняло решение о временном карантине. Ведущие актеры заболели тяжелой формой гриппа и не могут выйти на сцену. Также отменены и плановые мероприятия в Национальном музее республики и Доме музея Исса Плиева. Закрыт на карантин и Ледовый дворец во Владикавказе, который начнет свою работу не раньше новой недели. До последнего мы оттягивали. Думали, что это все обойдется. Но сами видим и слышим, какая ситуация в республике. Не из лучших по заболеваемости, да, этой неприятной болезни, гриппом. Мы приняли решение со вчерашнего дня закрыть все наши спортивные школы, как минимум до вторника. Специалисты отмечают, вспышка носит сезонный характер. Самое главное – предпринять все необходимые меры для профилактики и лечения заболеваний, не игнорировать врачебную помощь. Ситуация обещает стабилизироваться уже к концу этого месяца. Фатима Дзываева, Тома Валиева, Алан Гасанов, Осетия ТВ. Общественная экологическая приемная Северной Осетии отчиталась за проделанную работу. Презентация ОЭП прошла еще в мае предыдущего года. Наша республика – второй регион в СКФО, который принял у себя подобное новаторство. Проект реализуется при поддержке Совета Федерации России. В центре внимания приемной – охрана окружающей среды, памятников культуры и архитектуры от негативного техногенного воздействия, использования природных ресурсов, а также влияние экологической обстановки на здоровье человека. Организация напрямую взаимодействует с гражданами. В приемной работает горячая линия. В числе ее сотрудников Министерство экологии, Росприроднадзор и администрация Владикавказа. За год работы с помощью ОЭП были ликвидированы несанкционированные свалки в республике, а виновников привлекли к административной ответственности. На заседании, которое прошло во Владикавказе, обсудили возможность создания Северокавказского регионального отделения общественной экологической приемной. По словам участников, это поможет решать проблемы экологии более эффективно. Проблемы Северного Кавказа, они очень большие. И если мы соберемся вместе, как предполагается, то есть все субъекты Северокавказского федерального округа, то те задачи, которые стоят перед всеми регионами, совместными усилиями их легче решить. В Северной Осетии прошел первый кастинг для художественного фильма об имаме Шамиле. Инициатором создания полнометражной картины выступил глава Республики Дагестан Рамазан Абдулатипов. В январе в Дагестане прошла пресс-конференция, где режиссеру Константину Бутаеву руководство оказало полное доверие. Православный режиссер снимет фильм о лидере горцев Дагестана и Чечни. Фильм будет состоять из 2 полнометражных частей продолжительностью 1,5 часа каждая. И здесь очень важно подобрать подходящих актеров. Чем интересен фильм, я так думаю, во-первых, здорово, когда вот так дружат народы, и православный режиссер снимает фильм про мусульманского, ну, вот такого основного почитаемого человека, который очень большую роль сыграл в жизни мусульман всего, по-моему, Кавказа. К съемкам фильма приступят уже в середине следующего года, а пока полным ходом идет поиск актеров. Во Владикавказе этим уже занялась сестра Константина Бутаева.
В фильме только в главных ролях будет задействовано около 200 актеров. Основные сцены, кадры войны, баталии. И здесь в съемках примет участие около 2000 человек. Участники кастинга будут проходить обучение навыкам сабельного боя. Мне позвонили друзья, они знают, чем я занимаюсь. Я занимался конным спортом достаточно долго. На скачках участвовал. С 1986 года занимаюсь единоборствами. Как-то близко мне, наверное, вот это. И согласился сразу же, да. Очень близка тематика этого фильма, так как там сцены на лошадях, сражения какие-то. Мне очень интересно себя попробовать в этом. Замысел снять фильм об имаме Шамиле возник около 10 лет назад. Руководство Дагестана уже выделило на создание картины около 30 миллионов рублей. Съемки пройдут в Дагестане, Санкт-Петербурге и Северной Осетии. Залина Губурова, Алан Гасанов, Осетия ТВ. Поэтические строки Лермонтова о Кавказе, осетинская лира Коста, сказания о нартах. В Русском академическом театре сегодня торжественно открыли год литературы. В зале собрались молодые профессионалы. Сейчас век информационных технологий, интернет, контакты, все остальное. И обычная простая книга сейчас чуть-чуть не актуальна, теряет свой вес. И возрождение интереса к книге, к любви, к чтению, которая была в Советском Союзе, как я застал своих старших, это очень похвально и достойно. По крайней мере, я очень всеми силами души поддерживаю то, что сейчас делается. Очень. Актеры Русского и Остинского театров представили произведения классиков и современных писателей, поэтов и драматургов. Гости услышали неповторимые строки бессмертных поэтов – Пушкина, Лермонтова, Коста Хитагурова. Молодые актеры оживили в этот вечер истинных мастеров слова. Люблю я Кавказ. В младенческих летах я мать потерял. Но мнилась мне в розовый вечера час. Та степь напоминала мне памятный глаз. Кавказ и Осетия всегда вдохновляли не только российских, но и зарубежных писателей и художников. С началом года литературы поздравил первый заместитель председателя парламента Станислав Кисаев. Сегодня необходимо обратить внимание общественности к литературе как к особому виду искусства. Возвратить утраченный интерес к чтению художественных произведений, отметил вице-спикер. Вспоминаются слова Дмитрия Лихачева, нашего великого академика, который сказал: потеря культуры – это потеря национального суверенитета. И немножко, если перефразировать классика, в данном случае я уже говорю, раз мы говорим о годе литературы, о Гарсиа Лорка, который сказал: нужно хотя бы изредка омывать душу театром. То же самое я могу провести параллели, сказать, нужно хотя бы изредка омывать душу хорошей литературой, высокой поэзией, высокой драматургией, высоким романом, высоким искусством. Студенты факультета актерского мастерства перенесли зрителя в эпоху войны на Кавказе, показав отрывок из поэмы Гриша Плиева «Семь черкесок». В рамках Года литературы в Северной Осетии запланированы различные мероприятия. Среди них акция «Библионочь», празднование Дня славянской письменности и культуры, а также вручение молодым литераторам премии. Рая Дзантьева, Евгений Маркин, Осетия ТВ.